А вы задумывались, как появились древние обломки и почему разрушенные порталы встречаются повсюду в Верхнем мире? Однажды Нижний мир был гораздо холоднее. В нем было много синего льда, и при его прикосновении с лавой образовался базальт, и это единственный способ, которым могли появиться базальтовые дельты. В то время началась цивилизация пиглинов, и естественно они стремились добывать ресурсы, доступные в Нижнем мире. И разумеется, золото уже было, и также руда незерита, представлявшая собой сочетание золота и кусков незерита. Пиглины хотели добыть из этой руды золото, но не нашли применения самому незериту. Поэтому они выбрасывали его на землю в виде обломков. И со временем эти обломки осели в землю и сформировали то, что мы знаем как древние обломки. Именно поэтому их значительно больше на глубине, чем ближе к поверхности. Мы, как игроки, можем использовать древние обломки, потому что у нас есть доступ к алмазам, в отличие от пиглинов. Так что пиглинам просто не повезло. Они переплавляли свое золото в слитки для создания инструментов, брони и бастионов. Но в результате температура в Нижнем мире стала расти. Из-за сочетания замкнутого пространства, меньших размеров мира и лавы все измерение начало гореть. Опасаясь за свою судьбу, пиглины стали создавать порталы в попытке избежать. Но несмотря на все усилия, они были слишком приспособлены к суровым условиям Нижнего мира, чтобы выжить в Верхнем мире. Остатки их попыток мы видим в виде зомбифицированных пиглинов, которые не выжили, а также по сотням разрушенных порталов по всему Верхнему миру. Это напоминание о попытках пиглинов сбежать, которые оказались безуспешными.